В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. В Москве вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по вопросам развития Арктики. Полпред считает необходимым проанализировать эффективность освоения шельфа в Арктике. Трутнев не исключает, что могут потребоваться дополнительные предложения по повышению эффективности таких проектов. Предполагаемые запасы углеводородов в российской Арктике оцениваются в 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. К оценкам экспертов, добыча нефти на арктическом шельфе России к 2030 году возрастет в 3,6 раза – до 2 миллионов 200 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Надо разобраться, что мы делаем в первую очередь, что приносит наибольший эффект для государства российского. Дальше. У нас поставлена задача президентом Российской Федерации обеспечить объем перевозок по Северному морскому пути к 2024 году 80 миллионов тонн. Для того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать, какое количество портов должно быть на протяженности Северного морского пути, как обеспечена безопасность судов, бункеровка, обслуживание, связь, спасение. На эти все вопросы я сегодня тоже, честно говоря, ответов конкретных не услышал. Мы поставим двухнедельный срок и будем добиваться того, чтобы каждое министерство в рамках своей компетенции точно определило, что надо сделать, в какие сроки. Вот после этого можно выстраивать приоритеты. Приоритеты выстраивать с точки зрения важности Арктики вообще не получится. Каждое министерство должно сказать, должны посчитать грузовую базу, уже существующую и перспективную. Очень много работы предстоит. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 730 миллионов рублей на помощь заемщикам по ипотеке, которые оказались в сложной ситуации. Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева в конце сентября заявила, что Банк России беспокоит рост выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, потому что это создает риски с точки зрения финансовой стабильности. В то же время власти сообщили, что программу выдачи ипотечных кредитов российским семьям по льготной ставке 6% годовых продлят как минимум до конца 2024 года. В Якутии за первые полгода количество вновь появившихся на свет якутян превысило число умерших за этот период. Так, с января по июль родилось 7790 детей, что на 321 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерли 4615 человек. Число родившихся превысило количество умерших на 68,8%. Естественный прирост населения составил 3175 человек. За 6 месяцев было зарегистрировано 3443 брака и 2385 разводов. С января по июль в Якутию прибыло 24 420 человек, выбыло 24 162 человека. По текущей оценке численность постоянного населения республики на 1 января 2018 года составила 964 330 человек. Численность городского населения составляет 632 857 человек. Сельского – 331 473 человека. По сравнению с началом 2017 года численность якутян увеличилась на 1495 человек. Якутия успешно разместила второй выпуск облигаций государственного займа 2018 года на московской бирже с общей номинальной суммой 6 миллиардов рублей. Срок обращения займа 7 лет, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. В ходе размещения от инвесторов получено 257 заявок, в том числе более 120 заявок от физических лиц. Денежные средства от размещения новой эмиссии облигаций в сумме 6 миллиардов рублей поступили на счет государственного бюджета Республики Саха-Якутия. В дочерней компании «Алроса» алмазы «Анабара» подвели итоги промывочного сезона 2018 года, который продлился с конца мая до 24 сентября. За это время было добыто более 5 миллионов карат алмазов. Это рекордный уровень добычи за все годы работы предприятия. Такие результаты работы стали возможны в том числе благодаря совершенствованию технологии обработки алмазоносных песков. В частности, мы модернизировали линию рентгенолюминесцентной сепарации, что позволило разгрузить тяжелосредные установки на месторождении Большая Куанамка и увеличить производительность сортировочных установок, рассказал генеральный директор алмазов «Анабара» Павел Маринычев.
Для того, чтобы привлечь и трудоустроить россиян на предприятия Дальнего Востока, руководители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Роструд подписали дорожную карту, которая предусматривает проведение мероприятий в 14 российских регионах. В том числе проект будет реализовываться и в Якутии, в компаниях «Якутскэнерго», «Золотоселегдара» и «Колмар». На первом этапе соискателям предлагают работу в 11 дальневосточных компаниях, поддержавших проект. Сотрудники центров занятости обеспечат поиск рабочих мест в соответствии с образованием соискателя, опытом работы, навыками и пожеланиями, помогут при необходимости составить резюме и организуют непосредственно общение с работодателем. Сильная Россия, процветающая экономика. Именно такая тема была посвящена всероссийскому экономическому диктанту, который написали жители Якутска и районов республики. В столице диктант прошел на 5 площадках. Министерство экономики. Там работали специалисты министерств и ведомств. В Высшей школе инновационного менеджмента, где писали диктант студенты. Также мероприятие прошло в Якутской государственной сельскохозяйственной академии и в Якутском финансовом экономическом колледже. Итоги можно будет узнать на официальном сайте Вольного экономического общества России. Те, кто не смог принять участие в очных площадках сегодня, могут написать диктант 12 октября с 12 часов по московскому времени, и итоги будут известны после 12 октября. План по снижению зависимости российской экономики от доллара уже подготовлен и внесен в правительство страны. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Так называемый план по дедоларизации содержит ряд льгот для экспортеров и никак не затрагивает валютные вклады населения в банках. В рамках этого плана правительство намерено к 2024 году отменить обязательный возврат в страну экспортной выручки для расчетов в рублях. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты, добавил Антон Силуанов. Тем временем курс доллара и евро показывает рост на торгах московской биржи. По данным Центрального банка России, на 5 октября курс американской валюты составляет 66 рублей 21 копейку, евро 76 рублей 5 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.